Да. А жена, она тоже имеет русское Да, гражданство? она сразу взяла российское гражданство, и если бы мы оба были без гражданства, то тогда можно ходатайствовать о получении ребенком гражданства эстонского. Но там тоже есть, не так все просто. А если хоть у одного из папы или мамы есть гражданство другой страны, то нельзя ребенку давать, даже если он родился, и все, это закон эстонский так гласит, нельзя давать гражданство Эстонии. Вот. Если оба, то можно ходатайствовать. И сейчас даже, по-моему, я вот могу соврать, закон такой есть, что все равно не давать, даже если оба без гражданства, сразу ребенку не давать. Надо дождаться, когда он станет совершеннолетний, и тогда он сам примет решение о том, что брать ему эстонское гражданство или нет. То есть это политически это подводится под ситуацию, что если оба родители без гражданства, то как бы они принуждают ребенка брать эстонское. А может быть, он не захочет, когда вырастет. И поэтому дают время как бы подумать, и когда он станет совершеннолетним, тогда он может ходатайствовать. Я вот такую редакцию слышал. Вот. Так вот, что у меня получилось. Нам всем, кто жил в Эстонии, дали сначала 3 года вид на жительство. Всем абсолютно. И когда прошло 3 года, разрешили ходатайствовать о получении постоянного вида на жительство. До этого нам очень долго не давали серых паспортов, даже серых. У нас были рейсовые документы. Зеленая книжечка, где написано город. И сначала я очень долго жил с документом, по которому вообще нельзя никуда было ездить. Мне даже не давали документ, что паспорт иностранца, здесь не было такого. Был рейсовый документ. Этот документ давался на одну поездку за границу. Если ты один раз съездил, очень мало стран, в которые вообще пускали с этим документом. Ты должен был отстоять в очередь, заплатить деньги, получить документ на один раз поездку куда-то за границу. Потом ты приезжаешь, сдаешь, аннулируешь этот документ. Если ты хочешь снова, тебе должны опять выдать это разовые разрешения, ты опять пишешь, платишь деньги, снова получаешь паспорт. Это совершенно ненормальная ситуация. Так вот, то есть я был поражен в правах в таких. За что? Почему? Я голосовал сам за независимость Эстонии, когда был референдум. Голосовали? Да. Я не за независимость Эстонии. За что меня так? Я не понимаю. Вот. Потом, значит, дали вид на жительство временный, 3 года. И когда срок истекал, мы пошли всей семьей подавать на постоянный вид на жительство. И тут случилась ситуация, что мы слишком быстро побежали. Только вышел закон, разрешающий подавать на постоянный вид на жительство, и мы на следующий день побежали. А подзаконные акты, еще сами документы не пришли в департамент, и никто не знал, как это, что делать. Если бы мы подали позже, все, может быть, было проще. Мы пришли, еще никто не знает, как подавать документы. И нам сказали, подавайте, папа отдельно подает, а мама с ребенком может подать на вид на жительство постоянно. Мы подали документы, заплатили, хорошо, вот мы заплатили, у нас остались чеки, квитанции, что мы за ребенка заплатили. Потом выяснилось через месяц, что, оказывается, за детей платить не надо, что бесплатно детям. Но мы тогда заплатили, ничего страшного, там 350 крон, по-моему, или сколько-то. Вот. Отдали эти документы, сдали бланки, все оформили. Кто пришел через полгода после нас, уже все получили, а нам не дают и не дают вид на жительство постоянный. Мы пошли, там, я жил прямо напротив департамента этой миграции, хожу и спрашиваю, где, значит, дали мне и жене постоянные паспорта, дочке маленькой, которой тогда было 3 года, не дали никакого паспорта. И сказали, у вас срок истекает 30 марта, 31 марта. Что вы волнуетесь? Вот истечет срок, и там за неделю дадут дочке, что вы ходите, жалуетесь, что вам не дают. Мы весь март месяц ходили, мне и жене дали, ребенку не дают паспорта. Потом мы, значит, пришли 2 апреля. И на нас накричали в департаменте, а где вы были раньше? Вашему ребенку не дали вида на жительство. Мы говорим, как же так? Что нам теперь делать? Говорит, вы должны выехать, ребенок должен уехать из Эстонии и просить снова. Мы говорим, вы что, собираетесь, что вы говорите? Как так? Значит, почему не дали? Оказывается, что надо было оформлять всем 3 анкеты отдельно. А мы заполнили 2 анкеты. На меня отдельно и на жену с дочкой отдельно анкету. Нас никто не оповестил, что закон изменился, что теперь нельзя подавать вместе маме и дочке, что надо подавать. Короче, остался человек вообще нелегальный, ребенок.
Потом нам там чуть ли не в виде исключения разрешили ходатайствовать, чтобы ей снова временный вид на жительство дали. И я ходил на Эндла в департамент, и дальше ворот никто не пускает. Я ходил жаловаться, что не наша вина, у вас изменилось правило приема. Мы-то почему? Почему нам не сказали? Даже на порог не пустили. Решение департамента не обсуждается. Раз так принято, значит так и есть. Все, идите. В результате мы вынуждены были просить снова временного вида на жительство. И снова дали временный вид на жительство. Когда он кончился, она получила, снова просили документы, постоянный вид на жительство. Разве это нормально? Ну как так можно жить, когда постоянное издевательство это натуральное происходит? Это поражение в правах. Значит, в принципе, был у меня случай, когда жена возвращается, пошла в поликлинику, там же рядом поликлиника, департамент миграции, возвращается вся в слезах. Я говорю, что такое? На нее в поликлинике накричали и сказали, что сообщат, так как она преподаватель, она должна владеть эстонским языком. Да. И она плохо владеет эстонским языком. И на нее в поликлинике накричали и сказали, что вообще в школу сообщат, что она не говорит по-эстонски, ее в школе уволят. Доктор они сказал. Там сказали, да, доктор сказал, что она не поняла, что ее доктор спрашивал, эстонский доктор был, не поняла, что говорит. Говорит, почему вы не говорите по-русски, ой, по-эстонски? Говорит, я не знаю эстонский. Вы родились здесь? Да, я родилась здесь. А почему не говорите? У меня, говорит, нет общения. А где вы работаете? В школе. Ну, русская школа. Ах, так вы еще и закон нарушаете. Вы работаете в школе, должны знать. У вас справка, значит, липовая, и мы в школу сообщим. А в котором поликлинике это было? Копли. Это вот департамент миграции с Или-61А, это рядом совсем. Была очень большая шумная история по этому поводу. Это дошло до Что Брюсселя. случилось тогда? Я расскажу сейчас. Да. Вот, она пришла вся в слезах и говорит, ну все, меня со школы уволят. Я как дурочка сидела, полгода учила эстонский язык, чтобы сдать. А так как общаться не с кем, она сдала, справку получила, отнесла в школу. И благополучно через год забыла все, что учила. А ходит каждый год, вот только что опять была комиссия, опять экзамены, опять она полгода сидела, училась, сдала. И опять ни с кем не общается, и опять все забудет скоро. Да. И она так каждые 3 года ходит, учит, сдает, и потом все снова начинается. Это без конца справки. Вот. Я разозлился, что она сидит, плачет, еще и в школу сообщат. Говорю, ну, взял ее за руку, пошли. Прихожу к главному врачу, говорю, что это за безобразие? Вы вообще Конституцию читали Эстонской Республики? Там написано, что в местах, где проживает, по-моему, там, ну, в общем, большое количество русских не имеет права отказывать, вы практически отказываете в медицинском обслуживании. Ну, конечно, я немножко перегнул, в медицинском обслуживании не отказали, но было, вот. И стал ругаться там в поликлинике. И мне главврач говорит, ну, напишите жалобу, дайте мне, мы разберемся. И тут вдруг появляется юрист какой-то, то ли знакомый, то ли у них юрист этот есть в поликлинике. И совершенно нагло начинает говорить, что ты слушаешь, жалобы принимаешь? Да пусть пишут, я им сейчас отвечу. Не нравится, пусть уматывают в Россию. И я пишу жалобу, отдаю им. И говорю, прошу вас письменно дать мне ответ. И они дают мне ответ, такой классический, с печатью, с подписью юриста и главврача, где пишут, что у вас что тут, как китайцев, если понаедет, и мы должны будем учить китайский язык, мало того, что вы хотите, чтобы мы по-русски говорили, это пишет главный врач, его заставляет писать юрист. Главный врач, у меня к нему особых претензий не было. Он не хотел никакого скандала, ничего. У него юрист, нет, я отвечу, мы этим русским сейчас покажем. И ставится печать и отдается мне. Я когда прочитал, там по всем пунктам идите к черту. Не нравится, уезжайте в Россию. И это на государственном бланке поликлиники с печатью, подписью. Напротив поликлиники дверь по правам человека, тогда там сидел комитет Семенова. Я прямо с этой поликлиники и по правам человека в комитет. Показываю эту бумагу, у Семенова аж валились с глаз. Он говорит, вот это подарок мне. Говорит, такого еще не было, чтобы письменно написать об ущемлении всех прав, такие оскорбления. Говорит, ой, какой ты молодец, что пришел. И они составили бумагу, написали в Ригикогу, написали в эту поликлинику и отправили ее в Брюссель, там по правам, ну, что-то в Евросоюзе что-то такое есть. Вот. И туда написали. Это дело было, рассматривалось. Я написал и забыл. А потом вдруг пришла бумага, по-моему,
как мне Семенов сказал, что им пришла бумага из Риги Когу с извинениями, что не правы и что сделали выводы. По-моему, этого юриста то ли уволили, то ли наказали. В общем, он там больше не работал, может, перевели в другую поликлинику. И Семенов мне говорил, что это был единственный случай на этот момент. Как было имя и фамилия этого, Да, этого юриста? Я могу, у жены, наверное, остался, можно поискать будет. И Семенов даже в отчете написал в своем годовом отчете, что вот был такой факт, в Брюсселе рассмотрели, сделали замечание Эстонии, что вот документально подтвержденный факт. И, по-моему, Семенов сказал, что даже с Риги Когу приходило письмо с извинениями за этот случай. То есть, опять же, ненормальная ситуация, когда такое происходит.